Селям алейкум, здравствуйте! Сегодня снова с вами программа «История крымских татар», и я ее ведущий, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат исторических наук Эмиль Сейдалиев. И сегодня мы с вами познакомимся с историей Крымского ханства раннего периода. Староселье. Исторический квартал Бахчисарая, предместье современного города. Староселье формируется впервые где-то в конце 15-го, начале 16-го года. Именно этим временем датируются первые сооружения на его территории. В середине 15 века Хаджи Гирей переносит столицу государства из Салхата, Крыма, современный Старый Крым, в Кырык-Ор, включающий в себя верхний город, современный Чхут-Кале, и поселение у подножья горы. Учитывая тесные связи Крыма с Османской империей, в ущелье Марьям-Дере начинает формироваться комплекс построек – Кюлие. Центром комплекса, вероятно, становится дворец. Сейчас часть территории Кырык-Ора известна как Салачик, деревенька, современное Староселье. Одним из первых описаний этой местности и его построек оставил нам Мартин Броневский, посол польского короля Стефана Батория крымскому хану Мухаммед-Гераю в 1578 году. В конце этого города есть другой город, называемый Салачик, хорошими домами, построенными турецкими жителями. Ханский дворец или дом древними татарскими государями великолепно украшен зданиями, мечетями, гробницами и банями. Ханы, имея свободное время от занятий, нередко удаляются в этот дворец со своими женами, потому что это место или положение дворца очень благоприятно для охоты. Там есть сады яблони и других плодов, виноградники, прекрасные поля, орошаемыми чистыми ручьями, много гор и лесов, где видны развалившиеся здания, большие замки, города, в которых живут немногие или не живет никто. Именно в этом месте располагался дворец, получивший название в исторических источниках Девлет-Сарай. Дворец в Салачике строит сын хана Хаджи-Герая Мингли-Герай. Скорее всего, именно отсюда в Бахчисарайский ханский дворец был перенесен портал Демир-Капу, о котором мы с вами говорили в одной из прошлых передач. Описание этого дворца также содержится в письменных источниках. Вот что пишет об этом дворце Эвлия Челеби. Как было сказано, прежние ханы жили в этом здании. Теперь этот дворец представляет собой каменное строение, маленькую крепость. Окружность его составляет 200 шагов. По сторонам 4 башни, на запад выходят железные ворота. Внутри есть мечеть с 2 низенькими минаретами. Так как минареты маленькие, туда не может пролезть человек, и изан прочесть невозможно. К сожалению, в настоящее время дворец не сохранился, но я надеюсь, что археологические исследования позволят выявить его и изучить детально. Источники сообщают, что здесь, на этой территории, кроме дворца, располагались и другие сооружения. Это дюрбе хана Хаджи-Гирея, медресе и мечеть Мингли-Гирея, бани, дворец правосудия. К сожалению, в настоящее время для нас сохранились лишь медресе, дюрбе и развалины бани. Остальные объекты не обнаружены. Именно здесь, в мавзолее или дюрбе, был похоронен первый крымский хан Хаджи-Гирей. Дюрбе представляет собой восьмигранную в плане постройку, перекрытую куполом, что характерно для мавзолеев того времени. Купол опирается на мощные стены. Высота дюрбе 11 метров. Купол перекрыт свинцовыми листами. С восточной стороны дюрбе располагается вход, обрамленный богато орнаментированным порталом. Пилоны портала сильно выдвинуты вперед, также богато украшены. С внутренней стороны в этих пилонах размещены 2 ниши пилястрами, оформленные в виде михрабов. Над пилястрами расположены 2 медальона с надписями. Традиционно над входом расположена надпись, которая свидетельствует, что дюрбе было построено Мингли-Гераем, сыном Хаджи-Герай-хана. Пилоны и стена портала украшены богатой каменной резьбой в виде пальмет и розеток. На торцах пилонов изображена также традиционная для этого времени сельджукская цепь. Ребра основного восьмигранного сооружения также украшены каменными колоннами, декор которых не повторяется. Внутри дюрбе с левой стороны от входа расположена ниша, которая посредством технической лестницы связана с подкупольным пространством. Купол над мавзолеем двойной. Внешний, возможно, был разрушен еще в ханское время до конца XVIII века. Как и большинство сооружений подобного типа, дюрбе делится на 2 части – надземную и подземную. В надземной части могли совершаться поминальные молитвы, а в подземной располагались, собственно, сами погребенные. На памятнике, вместе с преобладанием традиционных восточных приемов декора, прослеживается влияние архитектурной стилистики итальянского ренессанса. Над входом в усыпальницу вмонтирована каменная плита с надписью. Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал построить великий хан, знаменитый Хакан, повелитель мира Мингли-Герай хан, сын Хаджи-Герая, в 907 году хиджры. Главный фасад портала обрамлен орнаментом, называемым сельджукская цепь. Его верхняя часть, вероятно, разрушилась, так как декоративный узел орнамента, символизирующий бесконечность, разорван. Сплошным ковром тонкой каменной резьбы покрыты боковые плоскости портала, обращенные к входу. Они окаймляют михрабы, боковые ниши. Причем мотивы орнамента исполнены без повторений. Это единственный сохранившийся памятник в Крыму таким уникальным декоративным решением.
В 2006-2007 годах здесь проводились реставрационные работы. Им предшествовали археологические исследования. В ходе раскопок археологами был выявлен подземный склеп в подпольной части Дюрбе, где были обнаружены 18 костяков, 13 взрослых и 5 детей. Вероятно, именно здесь были похоронены ханы Хаджи-Гирей, Менгли-Гирей, Сахиб-Гирей и их родственники. После проведения детального антропологического анализа все костяки были возвращены в подземную часть Дюрбе, в склеп, в фамильную усыпальницу Гираев, а вход в склеп был замурован. Мечеть расположена в восточной части Бахчисарая, в бывшем приходе Салачик, в 20 метрах к юго-востоку от Занжарлы Медресе и в 10 метрах к востоку от Дюрбе Хаджи-Гирая. Мечеть была построена предположительно в 1508 году Менгли-Гирай ханом. Имела в плане квадратную форму с открытой верандой и входной дверью с северного фасада. На расстоянии 4 метров к югу от веранды мечети находился восьмиугольной формы минарет, сложенный из штучного тесаного камня местной породы. Высота минарета 5,5 метров. От веранды мечети к минарету была сооружена каменная лестница. По оси от входа в южной стене располагался михраб в виде апсиды. Внутренняя часть мечети была разделена на 4 комнаты. Основной молитвенный зал был поделен на 2 нефа с аркадами и колоннами. В результате ремонта здания мечети в конце XIX века сооружение претерпело значительные внутренние и внешние изменения. По состоянию на ноябрь 1929 года мечеть находилась на учете Крым-Охрис. К 1939 году здание мечети было приспособлено под столовую медицинского техникума, а в послевоенное время использовалось как кухня-столовая психоневрологического диспансера. С востока и запада к мечети примыкает позднесредневековое мусульманское кладбище. К северу от мавзолея первых крымских ханов расположено одно из древнейших учебных заведений Крыма – медресе Менгли-Гирай хана, или, как его сейчас называют, Занжарлы медресе. Все тот же Евлия Челеби сообщает о нем следующее. Как было сказано раньше, в этом городе Эски-Саладжик было множество постоялых дворов, мечетей, бань и медресе. Теперь осталось большое медресе Менгли-Гирай хана. Над его высокой дверью, четким почерком Мустасими, написан следующий тарих. Приказал построить это медресе с помощью Бога, обладателя щедрости, Менгли-Гирай хан, сын Аль-Хаджи-Гирай хана, да сделает Бог его царствие вечным. Медресе представляет собой одноэтажное строение с небольшими комнатами, расположенными по периметру здания и открытым двориком в центре. Сейчас дворик перекрыт стеклянной крышей, а в древности был открыт всем стихиям. Традиционная система образования крымских мусульман состояла из 2 уровней – начальный мектебе и высший медресе. Медресе – это мусульманские учебные заведения для всеобщего религиозного просвещения. Руководителем медресе являлся мударис. Студенты, сохты, жили при медресе в комнатах по 4-5 человек. Каждый из них назначался старший, бию, который сидел за порядком и порученными ему младшими учениками. Созданием в начале XIX века Таврического магометанского духовного управления в структуре Министерства внутренних дел мусульман, как и раньше, разрешалось открывать медресе в любом поселке, губернии, согласие общины и необходимыми средствами для его содержания. Требовалось только известить директора народных училищ губернии о каждом открытом медресе, количестве учеников и преподавателей. В Бахчисарае таких учебных заведений было 3. Ханское на территории Хансарая, Арта медресе и Занжарлы медресе в Салачике. Наиболее известным и знаменитым является Занжарлы медресе, воздвигнутое при Менгли-Гирай хане в начале XVI века. Его название происходит от крымско-татарского слова «зенжир», что в переводе означает «цепь». Это потому, что над входом в здание была повешена металлическая цепь, для того, чтобы каждый, входивший сюда, преклонял голову перед величием крымско-татарской научной мысли. Важным является вопрос о точной дате основания Занжарлы медресе. Над входной дверью монтирована небольшая плита с надписью «Тарихом», которая содержит указание года его строительства. Первый перевод надписи, выполненный Борзенко, таков. Это медресе при помощи Аллаха Всемилостивого велел построить Менгли-Гирай хан, бен Хаджи-Гирай хан, да увековечит Аллах его царство на все времена, год 906. В связи с тем, что в этот год по хиджре начался в июле, переводчик предложил дату 1500-1501 годы. Это определение послужило основой для празднования в 2001 году 500-летнего юбилея Занжарлы медресе. Евлия Челеби в своей книге «Путешествие» привел текст надписи, который в переводе Бахревского звучит так. Приказал построить это медресе с помощью Бога, обладателя щедрости, Менгли-Гирай хан, сын Аль-Хаджи-Гирай хана, да сделает Бог его царствование вечным, год 906. В центре двора располагался фонтан и колодец для сбора дождевой воды. Скатная крыша и купола были перекрыты листовым свинцом. Дымоходы оформлены в виде маленьких минаретов из тесаного камня известняка. Медресе содержалось на средства вакуфа. Из общего дохода, который составлял 2016 рублей серебром, 200 рублей отправлялось на поддержание здания и ремонт ханской гробницы и 100 рублей на пополнение библиотеки.
Студенты и преподаватели содержались как от доходов с вакуфного имущества, так и от принадлежавших училищу земель. Сюда входили участок земли при деревне Улукуль Симферопольского уезда, вакуф Мухтерембей при деревне Алматамак Симферопольского уезда, приблизительно в 300 десятин, 24,5 десятины земли при деревне Актачиев Патарийского уезда, сад при самом медресе, дом с амбаром, состоящий из 2 комнат и крытой черепицей на участке Арта Кесек Улукуль, приобретенный для медресе, бывшим председателем комиссии о вакуфах, князем генерал-майором Чингисханом, 3 лавки в Бахчисарае на базаре Араста и 2 магазина, один из них хлебный, в городе Евпатории. В комментарии отмечено, что медресе было построено в 906 году хиджры, что соответствует 1500 и 1501 годам. С самого начала в медресе обучение велось по 2 уровням. Низший, где давались основы арабского языка, и высший, где давался расширенный курс и готовились уже специалисты по арабскому языку. Чуть позже принимали уже и тех, кто умел читать Коран и писать. Прием учащихся происходил ежегодно в октябре месяце. Поступающие обязаны были учиться 8 месяцев в году. Курс обучения был 10-летний. Переходя с курса на курс, сокты сдавали экзамены. В полный курс Занжерлы медресе входили следующие предметы: турецкая и арабская грамматика, каллиграфия, арифметика, наука о нравственности, логика, наука о стихосложении, мусульманское право, изучение сунны и Корана. Сохты, окончившие медресе, должны были знать языки и письменность: арабскую, турецкую от 1868 года и русскую. Здание медресе одноэтажное, прямоугольное в плане, с внутренним двориком. Южный фасад представляет глухую стену штучной каменной кладки с единственной дверью подарочным проемом, ведущим в центральную галерею. Галерея поделена стрельчатыми арками на 10 равных частей, каждая из которых перекрыта небольшим куполом. По периметру галереи расположены 14 учебных помещений. По замечанию Б.Н. Засыпкина, это небольшое и скромное помещение служило почти до последнего времени центром татарской культуры и просвещения. Судя по полуциркульным формам арок и сводов и времени построения, памятник должен быть стилистически отнесен к татаро-османскому периоду. Рядом с медресе мы видим живописные развалины. Это остатки бани, построенные также в годы правления Менгли-Гирая. Традиционно они делятся на 2 части – мужскую и женскую. В восточной части постройки расположен кюльхан – топочное помещение. Подобную конструкцию мы с вами видели в банях персидского дворика. Эвлия Челиби оставил нам и краткое описание бани в Салачике. Недалеко от этого медресе осталась прекрасная светлая баня с отличной водой, воздухом и зданием. План бани нам хорошо виден, а как выглядела она в древности до разрушения, мы можем судить по описанию в письменных источниках. В Бахчисарае сохранились остатки нескольких бань, в том числе некоторые известные по данным письменных источников. Это бани в районе Салачик, Староселия и баня Мехмед-Гирая. Эвлия Челиби оставил детальное описание для этой бани, а также упомянул и другие городские и частные бани. Всего там 4 бани с хорошим воздухом, но самая прекрасная баня с горячей водой – большая баня Мухаммед-Гирай хана. Это прекрасная баня под куполом, крытым рубиново-красной черепицей. В крымской стране нет больше такой построенной на красивом месте замечательной бани. Бесподобны и вода, и воздух, и здание, и планировка. Сравнить с ней можно разве что баню Хайдер-Паши в нашем Исламбуле. Над уникальными дверями этой бани золотым и лазуритом четким почерком написан следующий тарих. Обладатель добрых качеств и красоты султан Гази Мухаммед-Гирай хан, сын Салимет-Гирай хана, сын Девлет-Гирай хана. Да продлится его жизнь и правление до скончания эпохи, и да будет так, о помогающий, о всемилостивый, год 1071. Неподалеку от Салачикской бани располагался так называемый Дворец правосудия. В недавнем прошлом совместная археологическая экспедиция Бахчисарайского заповедника и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Якубова проводила здесь археологические раскопки с целью обнаружения места расположения дворца. К сожалению, исследования до настоящего времени не завершены, и судить о Дворце правосудия мы можем лишь по данным письменных источников. Тут нам на помощь вновь приходит Эвлия Челиби. На дороге, ведущей от дворца, есть высокий дворец правосудия. Там ханы проводили кирюнюши, то есть собирали диваны. Этот дворец скрыт досками, и на нем есть полумесяц из чистого золота. Теперь в этом дворце нет ничего, кроме оружейной. Там много вещей, некогда принадлежавших ханам. Дверь постоянно заперта, а над воротами располагается следующий тарих. В этот благословенный час при помощи помогающего построил и благоустроил этот дворец сын Шаха и победоносное знамя рода Чингизидов Сахиб-Гирай. Эта красота появилась от хиджры в 942 году и была закончена в квартале Сикбанов. Как и другие дворцы крымских ханов, Девлет-Сарай был окружен прекрасными садами, расположенными по склонам этой живописной долины. Об этом нам рассказывает Мартин Броневский и турецкий путешественник Эвлия Челиби. В верхней части этого города эскиз Ладжика с восточной стороны, под скалами вышеописанной Чфут-Кале, в саду Ашлама, подобном саду Ирема, мы с казиаскером крымской страны Муртазой Али-Эфенди пировали, и в этом райском саду предавались удивительным развлечениям и наслаждениям, гуляли там. На территории Салачика расположено еще много памятников. Какие-то из них известны нам, какие-то еще предстоит открыть.
Этот район современного Бахчисарая связан с именами различных деятелей крымских татар. Один из величайших из них – это Исмаил Гаспринский, чьи слова «тильде», «фикерде», «иште», «берлик» являются руководством действию для любого образованного человека. О памятниках, связанных с Исмаилом Гаспринским, мы и поговорим с вами в одной из следующих передач. А пока большое спасибо, что были с нами. Чох сагаланс. До свидания. Салахмин халанс.